Матюшин? 3, 4 и 2 на вечернем. У меня такое счастье. Обожаю свою работу. Где-то наши коллеги кофе договаривались попить. Привет, мужики. Как сыграли в футбол с лицеистами? О, это супер! В асфальт просто закидали, никаких шансов у них не было. У этих малолеток. Я и бачно, я ще пару таких гульнів, и за проводы будешь кататься. Как вас еще из дома на эту кориду пускают? Ой, не говори. В детстве все родители запрещали. Сейчас жена, директор, заучи. Когда же наконец повзрослею, а? Кадр первый, дубль второй. С какого-то возраста возник вопрос, зачем? Ну вот, например, приходят 2 11-классницы, предлагают тортик покушать в столовой, чая попить, поболтать. Вот если бы раньше кто спросил, зачем? Ты чего, зачем? 2 лицеистки, 11-классницы, принесли тортик, в столовую зовут, чайку попить, поболтать. Что значит зачем? Ну, а теперь, кажется, какие-то филологи пришли, мало ли еще там прогульщицы, проблем с ними не оберешься. Тортик принесли, непонятно какой, из чего, где купили, с чем он там. В столовую тащиться надо. Еще за чай попросят заплатить. Потом посмотришь, на пару опоздаешь, еще мозги задурят себе. Зачем? Да, кстати, а где это наш третий бородатый друг? Мы ему сейчас позвоним. Давай. Коля, выходи гулять. Мы на качелях. Что? Помогите, говорит. Ти, напевно, за автограф сесії? Ага, с контрольным. Представляете? Говорю, сдаем тетрадь. Они, ну еще 2 минуточки, ну пожалуйста. Ну ладно, проходит 2 минуты. Я говорю, сдаем тетради. Они говорят, ну пожалуйста, ну еще 4 минуточки, ну. Не, ну нормально. 5 минут назад было 2 минуты, а теперь 4 минуты. Ну не нахавали, а? Нахал, вот такая же ерунда у меня вчера была. Точно. Знаете, как еще бывает? Ведешь урок, целую пару распинаешься. Тема новая, сложная. Не хватает 1 минуты. И тут звенит звонок. И что они делают? И тогда в тебе просыпается зверь, и ты мстительно говоришь. Звонок для учителя. Так, это добре, коли поспеешь стямить и сказать им это, а лишь может быть и так? Кадр четвертый, дубль второй. Николай Васильевич, расскажите о работе учителя. О чем? Или вот заходишь в класс и спрашиваешь, кто дежурный? Что может быть элементарно? А они начинают друг друга пальцами тыкать, переглядываться, недоумевать, как будто они совсем тут ни при чем. Чего сидишь? Я окажу своим. Завтра приносим по 3 килограмма макулатуры. Все принесли, а Стасик не принес. И я раз не хапая пару килограммов до нормы. Я пытаюсь. Стасик, где макулатура? А он мне кажет. Я приносил даже 20 килограмм. Я пытаюсь. И где зараз твои 20 килограммов? Так я вас не нашел и домой отнес. Ну вы это як? Ага. Или когда начинаешь урок и хочешь спросить домашнее задание и спрашиваешь, кто хочет отвечать. И все так сразу. И вот здесь интересно. Ты водишь глазами от парты к парте, от ученика к ученику. И вдруг одна единственная жертва, одна мышка, предвкушающая встречу с удавом, поднимает на тебя глаза. И ты понимаешь, да, это он, тот, кого я вызову к доске. Маргарита. Докладно. Такую ж картину я назираю на батьковских сходах. Коли гаворка заходит про выборы в батьковский комитет.
Точно. Кто хочет быть в родительском комитете? И всех разу глаза. Так, а вот, кстати, это ученическая ревность. Ну, представьте себе, подарил тебе твой класс на День учителя коробку конфет. Или, ну, к примеру, шоколадку. Говоришь им спасибо, молодцы. Но я шоколад не люблю. Ну ты коллегам раздай. Нет, а вот другой класс, взял и подарил тебе палку колбасы. Ну, кажется, ну что такое колбаса, что это за подарок? Но актуально для учителя, в самый раз. Кроме того, колбасу я люблю. Опа! Ну и как это понимать? Ребята, это не то, что вы подумали. Я сейчас все объясню. Я колбасу этой вот шоколадку вашу хотел заесть. Ребят! Ну, и как им это все объяснить? Да, они ж дуться будут. Кадр 5, дубль 6. Анастасия Владимировна, а расскажите, пожалуйста, о профессионализме. О профессионализме? Ну вот иногда на уроке нужно потратить немного времени, чтобы создать в классе рабочую атмосферу. Потому что ученики начинают отвлекаться, например, строить мне глазки. Но ведь я профессионал и отношусь к этому профессионально. Анастасия Владимировна, вам кофе или чай? Так что вы там о профессионализме? А вот почему? Подняли руку, задали вопрос, я вижу, что им это очень важно. И я начинаю отвечать, объяснять им. И потом вижу, что они уже меня совсем не слушают. Им, значит, было важно только задать вопрос, а ответ на него их совсем не интересует. Это вообще что? Это вообще почему? І чому треба увесь час спознятися? Чому треба забывать засюди подручники? Конспект тебе ще що? И почему нужно назначить репетицию визиток именно в то время, когда мне неудобно? Или почему нужно звонить мне в 11 часов вечера и спрашивать, какие завтра уроки? Знаете, в определенный момент я нашел ответ на вопрос «почему?». И знаете какой? Потому что. С моей точки зрения, кстати, это стопроцентный ответ на вопрос «почему?». Потому что. Да, у них многое этим объясняется. Потому что. Потому что. Потому что. Потому что. Потому что. Не стало будущего. Раньше в детстве впереди было что-то яркое, неизвестное, но жизнь в конце концов. А сейчас я точно знаю, что будет потом. То же самое, что и сегодня. Заниматься я буду тем же, в рестораны ходить те же, ну, другие такие же. На машине буду ездить примерно такой же. Вместо будущего стало настоящее. Просто есть настоящее, которое сейчас, и настоящее, которое будет потом. И главное, что мне мое настоящее нравится, и машина хорошая, и рестораны вкусные. Только будущее жалко. Стоп, ребята, мы с вами рассуждаем как черствые, старые... Чудаки. Да, чудаки. Разве мы с вами не опаздывали на пару? Разве нам не хотелось выбежать из класса с диким криком? А разве мы не подшучивали над своими учителями? И нам хотелось лезть в столовую без очереди. Да мне и сейчас хочется. Что, лезть без очереди? А там все перечислено. Атрымоўваецца, што няма настаўнікаў, а ёсць толькі крыхачку сталыя і сівелыя вучні.
Пацаны, палево, звонок прозвенел, пара началась. Директор в учительскую.